Вы смотрите «Актуальное интервью» в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. 7 октября отмечается Всемирный день действий за достойный труд, в рамках которого проходит Всероссийская акция профсоюзов. Это значимое мероприятие российского профсоюзного движения, посвященное защите законных прав и интересов трудящихся. О том, как проводят в республике профсоюзную акцию и какие требования выдвигают профсоюзы. Гость студии Николай Дегтярев, председатель Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия. Николай Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Под какими девизами в этом году проходит профсоюзная акция? Ну, как вы уже сказали, это ежегодная акция. Еще 30 октября этого года исполкомом ФНПР было принято решение о проведении всероссийской акции. Мы 21 сентября полностью поддержали проводимую акцию. Но здесь хочу сказать, в этом году у нас постоянный такой лозунг «За достойный труд». Конечно, подразумевающая обязательную индексацию заработной платы, чтобы все-таки, если есть инфляция, то в целом должна быть индексация. Новизна в этом году такие лозунги «За Конституцию», «За уважение законам о профсоюзах» и «За президента». Но если говорить, вот почему «За Конституцию», вы знаете, что поправка Конституции внесено дополнительное развитие социального партнерства. Да? В этом ключе, конечно, мы все должны, и работодатели, и органы власти, должны все вместе работать во имя человека труда, чтобы у нас все-таки уровень жизни нашего населения увеличивался. В части защиты интересов за профсоюзы, да, закон о профсоюзах, есть в целом по стране есть попытки вмешательства в деятельность профсоюза, в том числе посягательства на имущество профсоюзов. Эти вопросы достаточно серьезно обсуждались и на Генеральном совете, и на очередном, и в целом поэтому такой лозунг у нас есть. Ну и за президента, вы все понимаете, что мы с начала спецоперации и всегда поддерживаем нашего президента, проводимую его политику. Кстати, пользуясь случаем, всех поздравляю, сегодня у него 70-летие, здоровья, конечно, и успехов желаем. Профсоюзные лидеры в ходе телемарафона «Все для победы» 4 октября рассказали о проводимой работе в помощь мобилизованным и их семьям. С какими итогами состоялся телемарафон? Да, вот как раз в рамках нашего решения о проведении 7 октября основным мероприятием мы определили проведение радиотелемарафона. Но в связи с инициативой АНФ мы все-таки провели совместную 4-часовую акцию. Достаточно много людей участвовало, в том числе, конечно же, все отраслевые профсоюзы. Итог 800 тысяч только от профсоюзов. Но здесь надо уточнить, потому что там сбор шел по нескольким счетам. АНФ — это общефедеральный, все для победы, да, поэтому участники и на телевидении был показан их счет, поэтому туда направляли. Ну а еще хочу сказать, что в действительности помощь идет, также муниципальные образования создали свои счета, поэтому на местах деньги собирались туда. Поэтому я думаю, что цель главная мы достигли, все-таки мы, и ранее наши профсоюзы присоединялись, и я думаю, что цель телемарафона достигнута. В связи с мобилизацией профсоюзы организовали мониторинг за происходящим в трудовых коллективах. На какие моменты обращаете особое внимание в работе того или иного предприятия, профсоюзной организации? Знаете, 21-го с выходом указа президента частичной мобилизации, в действительности с этого и с ночи началось сбор призывников по мобилизации. И многие, конечно, не были готовы к этому, да. И, конечно же, были ошибки, которых все знают. И здесь уже 22-го мы обратили всем профсоюзам оказание помощи, во-первых, мобилизованным при сборе средств, сборах. И, конечно же, с этого момента основная наша цель и обращение было оказать помощь их семьям.
Ну, вы понимаете, перед таким сезоном, да, перед холодами многое, наверное, уже не было сделано, поэтому нас очень многие поддержали, и предприятия, и организации, ну, и профсоюзы, по инициативе профсоюзов, оказывается очень серьезная и временная помощь была оказана, вплоть до вот, уже собираются средства наши мобилизованные. Ну, вообще, в связи с частичной мобилизацией возникают вопросы трудовых отношений. Как они решаются на сегодня? Ну, изначально сразу же ФНПР ставил вопрос вот, о сохранении рабочих мест. Вы все знаете, законы уже приняты. До этого, конечно, правительство Российской Федерации принимало свое постановление, ну, а потом уже это закреплено законом. Поэтому здесь вначале у нас были обращения по сохранению кадров. Ну, вы понимаете, здесь, я думаю, недостаточно работы было проведено по бронированию, да, ценных кадров. И очень много людей сразу одним моментом, это тоже в таких стратегических областях, как энергетика, вот это очень повлияло. Поэтому мы благодарим главу республики, что он вмешался в это дело и быстро все налажено. Я думаю, что все-таки вот эта работа военного учета, да, бронирования в последующем, ну, уже целенаправленно идет. И здесь это важно. В такое непростое время на работодателей возложена большая ответственность по поддержке своих работников. Какие изменения и дополнения могут вноситься в коллективные договоры? Ну, как я уже сказал, сейчас законы приняты, и плюс еще наши рекомендации. Сейчас министерство, тоже ведомство свои рекомендации дают. Прежде всего, по принятым изменениям в Трудовом кодексе необходимо вносить изменения в коллективные договора. Мы свою рекомендацию подготовили буквально на следующей неделе. Мы ждали вот выхода подписания закона, поэтому сейчас уже оно подписано и постановление, поэтому мы свои рекомендации дадим, включить в раздел социальных гарантий помощь мобилизованным гражданам, ну то, что законодательство сохранения рабочих мест, отсрочки, вот эти моменты, но главное, мы хотим, что это где законом не закреплено, в коллективных договорах внести пункты помощи мобилизованным нашим добровольцам и их семьям. Вот это для нас главное, важно. Ну, а главным пунктом профсоюзной повестки всегда являются вопросы заработной платы. Ожидается ли повышение заработной платы у работников бюджетной сферы? Какие вопросы по уровню зарплат ставят профсоюзы перед правительством республики? Ну, одним из вот таких в рамках нашей акции это проведение республиканской трехсторонней комиссии. Я хочу сказать, что наши работодатели и сторона правительства поддержали проводимую акцию всероссийскую. И одним вопросом рассматривался исполнение указов главы Республики Якутия о концепции совершенствования системы оплаты труда бюджетных работников. Мы постоянно мониторим. До этого у нас было одно повышение, но когда мы посмотрели, все-таки мы не достигали соответствующего уровня, которое определено указом президента. И вот буквально на днях, надеюсь, вот сейчас состоится заседание правительства и будет рассмотрено одно постановление о повышении дополнительно, чтобы были достигнуты, как скажем, указанные. Здесь мы довольны тем, что достаточно серьезное повышение, но остается у нас открытыми пока еще, мы думаем, что еще не достигли уровня по прочим категориям. У нас достаточно высокая инфляция. Дважды было проведено, вы знаете, до 10% в среднем по году, но инфляция достаточно высокая. Поэтому вопрос прочих категорий и некоторых категорий, ну, младших вот, медицинского персонала пока у нас остается открытым, и мы дальше будем по ним работать с правительством. Вернемся к самой акции «За достойный труд». У нас вообще есть ли какая-нибудь статистика, может быть, предприятий, где нет профсоюзов, как они вообще могут бороться за свои права и, в принципе, участвовать в подобной акции? Ну, конечно же, у нас, если свыше 500 тысяч работников, то профсоюзом охвачено всего 177 тысяч. Да?
Это в основном, конечно, малый и средний бизнес. Здесь вопросы остаются открытыми. Где есть профсоюзы, в большей степени люди защищенными. И защищены, и коллективные договора заключены. Вот тоже мы вчера эти вопросы обсуждали, позавчера. И здесь необходимо, конечно, ну, если даже нет профсоюзов, то коллективный договор должен быть. Представители работодателя, необходимо их найти и составить грамотный коллективный договор. А если есть профсоюзы, то, конечно, мы все в помощь, мы проверяем, мы рекомендуем, советуем, как правильно составлять коллективный договор. Это одним из самых гарантий для работников, а на самом-то деле и работодателя. Потому что Трудовой кодекс, 1/3 идет ссылка на коллективные договора. А если говорить о сферах, может быть, там образование, энергетика, в каких сферах предприятия активнее откликнулись вообще на участие акций и внесение изменений в коллективный договор? Нет, это только начинается внесение изменений, потому что, ну, некоторые уже сделали, потому что я еще раз хочу сказать, что законодательство только-только вышло, подписано, да, поэтому мы сейчас эти рекомендации дадим, и будут внесены изменения. Ну и что бы вы хотели сказать жителям республики в рамках профсоюзной акции «За достойный труд»? Ну, как я уже сказал, конечно же, мы самое большее внимание определяем за достойный труд, за достойную оплату труда, но сейчас всем нам надо объединиться. Сложное время, поэтому здесь разных взглядов не должно быть, тем более уже наши ребята уже призваны. Я не знаю, какая ситуация дальше пойдет. Нам надо быть всем вместе и поддержать нашего президента, поддержать нашего главу, принимаемые решения и, конечно же, ну, при этом надо соблюдать закон о трудовом законодательстве. Николай Николаевич, действительно, в такое трудное время стоит объединиться, объединить усилия. Желаем вам успехов в вашей непростой работе. Спасибо, что нашли время, пришли к нам и ответили на наши вопросы. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.